А уже 20 марта все вместе мы будем болеть за участников Олимпиады. И для этого вовсе не обязательно отправляться в Большой Луг Карткировского района. Телеканал «Юрган» проведет прямую трансляцию с лыжного фестиваля. Он станет 14-м по счету. Его уже можно смело называть спортивным и туристическим брендом Коми. Тут и местный колорит, и спортивный интерес, и настоящее народное гуляние. Подробности у Евгении Трембицкой. Старинное село Большой Луг принимает Олимпиаду с 2007 года. Тогда соревнования еще не считались национальным видом спорта, но уже проводились с каким-то особым азартом. В этом году организаторы ждут вдвое больше заявок и подчеркивают важность мероприятия для всех жителей региона. Одновременно в этот день проходят два чемпионата. И, значит, кроме этого, это и этнокультурные мероприятия, и это и событийные мероприятия, и это мероприятие выходного дня и семейного отдыха. То есть там, по сути, каждый может найти занятие, что называется, по душе. Программа 14-го фестиваля традиционно включает бег на гоночных лыжах, охотничьих лызях и лямпах. Причем к соревнованиям в двух последних дисциплинах допускаются только участники в национальной одежде. Сергей Шарапов свой костюм сшил сам. За образец взял экспонат музея. Сам же изготовил топор и ружье. Правда, все это бутафорское, из бумаги. А вот оберег, ожерелье из когтей и зубов диких зверей, вполне настоящий. Увидел на дороге 6 волков сразу. Открался, и одного успел, остальные удрали. Вот это, я говорил, медведь, мы шли, и медведь как раз на нас вышел, и товарищ стрельнул, промазил, медведь сразу кинулся на него, и осталось 5 метров до товарища, и я успел, как говорится, стрельнуть, и попал удачно. Многие годы фестиваль проводился под эгидой общественного движения «Коми-Войтер», символ которого – медведь. У комизырян хозяин тайги почитается особо. Поэтому именно его и солнце, второй важный символ зырян, поместили на эмблеме соревнований. Как отмечает организатор и главный судья фестиваля Афанасий Габов, Олимпиада – это больше, чем фестиваль. А бегу на лямпах нужно учить всех, начиная с детского возраста. Позже уже видны и... Можно будет учить этому направлению в спортивных образовательных учреждениях. Будут отдельные группы. Я думаю, что мы добьемся, чтобы на региональном уровне бег на лямпах включили в комплекс нормы ГТО. Это главное. А людям это просто надо. Это ведь прикладной вид спорта, непридуманный. Раньше в лес ходили, воду носили. Сегодня связисты используют. Как оказалось, навыки бега на лямпах интересны не только самим носителям традиции. За более чем 10-летнюю историю фестиваль посетили гости из Удмуртии, Башкирии и Ханты-Мансийска. В 2019-м участниками стали уроженцы Египта, Узбекистана и Кыргызстана. Кстати, тогда они не только впервые встали на лыжи, но и снег видели в первый раз. Вообще, Олимпиада очень понравилась, очень понравилась. Здесь люди очень добрые. Я очень рад, что я здесь. Но на лыж очень трудно, но первый раз, я думаю. Но я хочу снова попробовать. В этом году спортсмены и болельщики, старые знакомые и молодые спортсмены снова соберутся в Большой Луге. Организаторы уже насчитали больше 400 заявок. На трибунах ждут 2-3 сотни зрителей. Принять участие в соревнованиях может каждый. Главное – подать заявку и получить медицинский допуск. Евгения Трембицкая, Алексей Паршуков, Юрган.